Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Судьбоносный мужчина. Где он? Кто он? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Посмотрите на песочек и загадайте на себя. Так и спросите, где он и кто он, мой судьбоносный мужчина. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте же посмотрим на вашего судьбоносного мужчину. Кто он, где он? Будет ли встреча, знакомство? Так, сразу скажу, кто-то уже знает этого мужчину, кто-то даже вместе живет с этим мужчиной, но кому-то, конечно же, предстоит его повстречать, с ним познакомиться. Смотрите, если вы уже в браке, в отношениях, в паре, и ваши отношения как американские горки, то пусто, то густо, то вообще непонятно, кто мы, где мы, куда мы движемся. Этот мужчина ваш. Он ваш судьбоносный. И этот мужчина ваш такой, знаете, триггер-раздражитель на то, чтобы вы все свои сильные стороны наконец-таки открыли. Здесь в паре именно женщина сильная. Здесь локомотив женщина. И женщина, возможно, от этой роли отказывается. Женщина хотела бы себе мужчину более сильного, стабильного, такого, знаете, вот прям с большой широкой спиной и того, который бы защитил и уберег. Но ваша судьба заключается в другом. Вы такая женщина, которая сама идет своим путем и за собой ведет других. Будь то мужчина, будь то дети, будь то родители. Знаете, этот мужчина такой слабенький не потому, что он слабенький, а потому, что он должен разбудить в вас вашу силу. То есть благодаря этому человеку вам все приходится решать самой. Делать, придумывать, организовывать. Да? То есть вы мастер и вы руководитель. Понимаете, глава. Он вам в этом плане подчиняется. И он вас к этому подвигает, да, к этой мысли, к этой идее и к этой реализации. Поэтому, мои дорогие, если вы с ним живете уже, понимаете, что да, это он, и все, что он делает, это для вашего блага, для того, чтобы вы раскрыли все свои способности, все свои таланты. Для чего это нужно? Это нужно для вашего венца жизни. То есть вы должны себя реализовать именно в качестве лидера. Возможно, вы что-то организуете, придумаете. Вы не только семью будете строить, но и людей, которые к вам придут с доверием и за помощью. Отношения, конечно, нелегкие, но тем не менее, вы же все равно его любите, вы все равно его прям голубите, да? Все равно он ваш, жалеете его, иногда пендали даете, иногда приголубить можете. То есть вы его тоже как-то вот растите и воспитываете. Это 100% ваш кармический муж. То есть у вас это именно отыгрывается как кармический брак. Поэтому наберитесь терпения и принимайте то, что у вас внутри. Свою силу, свои способности и свои возможности. Для тех людей, кто сейчас еще не нашел, кто в поиске, кто лишь только, например, в стадии знакомства, да, присматривания, может быть, да, мужчина вот встретился. Мужчина, я описать его не могу, но я скажу такую вещь про него, что он такой, знаете, молчаливый. Спокойный, молчаливый, закрытый, непонятно, что он там себе думает. У вас очень много вопросов к этому мужчине. Во-первых, ничего о нем не известно, он очень мало рассказывает о себе. А если рассказывает, то в какой-то шутливой форме, да, в каком-то шутливом формате. И непонятно, то ли он прикалывается, то ли он действительно говорит о своем прошлом, о своей жизни. По большей части такой, знаете, молчаливый. Если вы в описании узнали своего, значит это он. Это он, ваш судьбоносный мужчина. Этот человек, он доминант, но он такой, знаете, вот обратный доминант. Ему очень важно доминировать лишь только над теми, кого он любит. То есть ему важно, чтобы ему подчинялись, ему важно, чтобы его слышали, слушали и уважали.
уважать. Это очень важно для него. Сам по себе человек серьезный, стабильный, знает, чего хочет, знает, чему идет. Но ему очень сложно выражать свои мысли, очень сложно выражать свои чувства. Здесь в этих отношениях, вот если вы девушка активная, такая смешливая, разговорчивая, вам будет легко. Если вы девушка, похожая на этого мужчину, то есть спокойная, такая закрытая, малоговорящая, то эти отношения будут затяжными. Долгий период встреч, знакомств, общения, очень много будет вопросов. Но тем не менее, этот мужчина, он дойдет до определенной точки, когда он почувствует, что да, все, она моя, то есть моя женщина по судьбе, я могу ей доверять, для него очень важно доверять, мужчина раскроется. За этим мужчиной вы будете как за стеной. Он будет все делать сам, начиная там, от зарабатывания денег, заканчивая, не знаю, там, уходом за детишками, да, за домом. Он все возьмет на себя. Он будет вас жалеть, он будет вас беречь, он будет, пылинки с вас сдувать. Да? Этот мужчина может и заработать, да, и в доме поубирать, и еду приготовить, и постирать. Все может. И никогда с вас лишнего не попросит. И если вдруг вы по какой-то причине говорите: вот, милый, я там наработалась, устала, он скажет: все, отдыхай, я все сделаю сам. И какой бы уставший не был он все будет делать. Он, вот прям, знаете, он настолько какой-то ответственный человек, что вот те, кто в его зоне, он их полностью должен и контролировать, и все для них делать, и за них делать. Для него это нормально. Человек будет все на себе тащить. Если у вас есть дети от предыдущих браков, и вы переживаете, как вот сложится, я скажу вам такую вещь: хорошо сложится. Он станет хорошим отцом, авторитетом будет. У него, знаете, какие-то методы воздействия очень интересные. Он никогда не будет кричать, никогда там не будет в истерику впадать, там, биться в истерике. Нет, он не будет этого делать. Уж тем более там рукоприкладство, не дай бог. Но он настолько умеет интересно вот вовлечь, да, заинтересовать, может быть, какими-нибудь там, не знаю, хитрыми маневрами, да, там, если ты там хорошо учишься, я там тебе что-то куплю, подарю, научу, расскажу. Да? Вот он для детей будет как вот такой наставник-учитель. Не только отец, но и наставник-учитель. Они будут его уважать и любить. Поэтому вот такой девушке, которая... Но вы знаете, вы либо такая очень активная, да, вот вы любите там и погулять, и потусить, и пообщаться. Вам идет такой молчун. Вы научите его быть более разговорчивым, а он вас будет в свою очередь защищать и оберегать от всех неприятностей в жизни. Для тех людей, кто сейчас не знаком, кто не общается, у кого вообще никого нет, ваш человек появится в ближайшем будущем. Он мужчина какой-то, вот знаете, стабильный, реализованный. У него либо уже была семья, либо он в процессе, да, расставания, там, разводов. Но там, знаете, он настолько вот такой, как бы это сказать, хитренький, наверное, да. Он умеет очень красиво, правильно говорить. Он может... выторговать любую себе цену. Вот если ему что-то хочется, нравится, он любыми путями добивается своих желаний. То есть в дураках он никогда не останется. Никогда. И возможно, вы встретите того, кто не свободен, либо кто в процессе развода, а возможно, уже встретите свободного человека. Этот человек найдет вас сам. Он сам вот как-то вас срисует, спишет, узнает, увидит, все про вас разузнает. И когда момент, там, например, знакомства, и знакомство произойдет по его инициативе, он практически все будет о вас знать, все будет знать. И вас очень удивит то, что он вот настолько серьезно подошел к этому моменту знакомства, настолько вот он прям все изучил про вас, что нравится, что не нравится, где бывает, с кем общается, что в семье, все будет знать. Вы не удивляйтесь, знаете, что он такой человек. Перед тем, как что-то вот предпринять, решиться, что-то себе надумать, этот человек готовится. Готовится для него, вот каждое его действие очень такое, знаете, вот оно продуктивное должно быть. Он не будет совершать лишних телодвижений. Все, что делает, все должно приносить результат. С этим человеком вас ждет стабильная, богатая жизнь. С этим человеком, во-первых, вы получите
того, о ком мечтали, а вы мечтали о таком человеке деловом, активном, чтобы там заднего не пас, да, чтобы был впереди планеты всей. Вот такого человека вы получаете. Мало того, этот человек и вас к себе потянет. Вы какая-то робкая, неуверенная и, знаете, вот не верите себе, может быть, своим чувствам, своим ощущениям. Вы часто, может быть, слушаете чужое мнение. И этот человек научит вас мыслить трезво. И этот человек научит вас быть активной, продуктивной, двигаться вперед и добиваться каких-то вот активных, хороших целей. В любом случае, вот кто бы ни зашел на эту отсыпку, в каком бы вы сейчас состоянии не были, я скажу так, что ваш судьбоносный мужчина не будет вас обижать. То есть то ли сейчас вы уже в браке, то ли вы присматриваетесь, то ли вы только познакомитесь. За это вы должны быть спокойны. Вы должны понимать, что этот человек, он идет для того, чтобы вас в чем-то подучить или какие-то способности ваши раскрыть. То есть он идет не только как муж, как мужчина, но и как вам кармический учитель. Человек, который либо вас научит, да, благодаря, может быть, своему какому-то поведению, своим особенностям, либо вас защитит. Вот этот момент очень важен. В любом случае отношения хорошие, счастливые, и они небом благословленные будут, понимаете? Либо уже благословили вас небеса на ваш брак, на вашу пару, дали благословение, либо в будущем, да, вот когда вы сойдете, все это произойдет. Это не просто так, это серьезно, это не драматичные отношения здесь выходят, а отношения со знаком плюс. Отношения, которые закончатся, вернее, придут к состоянию гармонии, стабильности и обоюдной любви. Поэтому, мои дорогие, знайте, что счастью быть и вам быть счастливой женщиной. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.